28 февраля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,14 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,55 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,9159 до 10,93 сомони, 1 евро от 11,5567 до 11,69 сомони, 1 российский рубль от 0,1445 до 0,1475 сомони. Мировые цены на нефть во вторник утром растут после снижения днем ранее. При этом по итогам февраля котировки могут показать снижение 4-й месяц подряд. Цена на нефть марки Brent составила $82.23 за баррель, марки ВТИ $75.92 за баррель. Цена на золото во вторник утром умеренно снижается, составляет $1820.65 за тройскую унцию. Укрепление доллара оказывает давление на котировки драгоценного металла, в то время как рынки продолжают оценивать планы Федеральной резервной системы США по ключевой ставке. В Душанбе 2 марта приедет председатель правительства России Михаил Мишустин. В ходе визита запланированы межправительственные встречи и переговоры на высоком уровне. В рамках визита Мишустин в Душанбе 2-3 марта состоится 9-я конференция по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана. Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана сообщили об этом в Госкоминвесте Таджикистана. Конференция проводится с целью расширения практического сотрудничества между Россией и Таджикистаном. Панельные сессии конференции будут посвящены тематике российско-таджикского сотрудничества в области промышленной кооперации, энергетики, экологии, транспорта и логистики, а также научно-образовательной и гуманитарной сферах. Во второй день конференции пройдут отраслевые Б2Б встречи. Также запланировано проведение заседания Российско-Таджикского делового совета, сообщает об этом Министерство экономразвития Российской Федерации. Глава этого ведомства Максим Решетников также будет участником конференции, а всего в мероприятии ожидается участие порядка 500 представителей бизнес-сообществ России. По данным портала «Ритм Евразия», во второй день работы конференции АО «Корпорация МСП» совместно с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» организует для субъектов МСП биржу контактов в Душанбе. ОАО «Распределительные электрические сети» обнаружила несуществующих потребителей электроэнергии. Так называемые «мертвые души» по данным ведомства создают трудности для правильного функционирования биллинговой системы. В предыдущие годы электроэнергия в больших объемах считалась использованной бытовыми потребителями, что не соответствует действительности, сообщает ОАО «Распределительные электрические сети» со ссылкой на анализ биллинговой программы. С целью снижения показателя потери электроэнергии в программу были введены несуществующие потребители, что по сей день создает трудности для правильного ее функционирования. ОАО «Распределительные электрические сети» занимается продажей электроэнергии в Таджикистане с 2021 года после реструктуризации ОАХК «Барки Тоджик». По данным этой компании, на 1 января 2023 года общая сумма, накопленной с учетом прошлых лет задолженности за электроэнергию, составила около 3,7 миллиарда сомони, более 40% которой приписывается бытовым потребителям. В 2023 году таджикское предприятие по выпуску атласа и адраса «Атласи Худжан» планирует создать совместное предприятие «Самарканд Сохсил» с текстильщиками Самарканда. Как сообщает издание «Сугньюз», по словам директора «Атласи Худжан» Азимджона Гафурова, речь идет об объединении с узбекским предприятием, которое занимается переработкой кокона и выпуском шелковой нити. При этом он отметил, что Атласи Худжан тоже имеет опыт совместной деятельности с зарубежными компаниями, в частности, налажено сотрудничество со швейцарской компанией ЛТД Бизема. С расширением возможностей Атласи Худжан и созданием совместного предприятия самаркандской компании Таджикистан может сделать большой шаг вперед в реанимации отрасли шелководства. По данным Минсельхоза, в последние годы в республике уменьшается производство кокона шелкопряда, основного сырья для получения шелка.
Таджикистан снизил импорт муки и пшеницы с начала текущего года. По данным Таможенной службы республики, за первый месяц текущего года импорт муки по сравнению с показателями 2022 года снизился на 24,7%, а ввоз пшеницы сократился на 18%. По данным источника, за указанный период в республику поступило свыше 2,7 тысяч тонн муки, что на 24,7% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Сумма же импорта муки составила $865 тысяч. За этот период также отмечено сокращение объема импорта пшеницы по сравнению с показателями прошлого года на 18%. В январе этого года в республику завезено порядка 66,2 тысяч тонн пшеницы на сумму $26 миллионов. Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок остается Республика Казахстан. Профильные ведомства республики утверждают, что к настоящему времени порядка 90% внутренней потребности Таджикистана в муке удовлетворяется за счет отечественного производства.